Наверное, щука покусала. Или болеет. Не, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, какой красавец. Бандюга жирная. Ожирела. Все планы у меня спутала наша. Смеется. Вылупились. Вылупились. Не вылупились. А как правильно по-русски-то? Вышли, наверное. Вышли. Да. Грибы выходят. Всем привет, друзья. Я на мостике, друзья, на озере. Рыбачил. Тут такая красота и пение птиц. Вообще шикарно. Небольшой ветер. Такой ветер южный, теплый. У меня где-то там поплавок. Ну, не клюет так-то. Ну, для котов возьму. Там уже в ведре у меня вот, я не знаю, показывает нет. Две плотвишки такие. Одна маленькая, я хотел отпустить. Уже некоторых там штук 5, наверное, отпустил таких мелких. Но потом, этой сильно глотнула и пришлось взять. Так, рыбка идет у нас. Очень даже крупная такая. Плотвишка. А, смотрите. Где-то у нас вторая рыба. Не вторая уже там еще. Ну, под камерой имеется в виду. Мы успеваем камеру включить. Вот такая плотвишка. И смотрите, друзья, она проглотила так жадно. Но она покусанная, видите. Я не знаю, она болеет чем-то или что-то. Она покусанная такая. Наверное, щука покусала. Или болеет. Еще одна рыбка такая. Несерьезная, но вполне себе плотвишка. А тут стандарт одинаковый. Вот такой стандарт небольших плотвишек. Короче, наглеть не будем. По 3 штуки на брата. По 3 штуки на брата наловим, а потом остальных отпускать будем. 2 кота у меня и по 3 штуки. Пока я, друзья, рыбачил, вон еще один рыбак показался. Лебедь. Почему-то один, я не знаю, он вышел кормиться так-то. Я смотрел далеко, да, плохо зум берет. Вышел кормиться так-то, покормился, а сейчас вот постепенно ко мне приближается. Любопытно, наверное, что за, скажи, там человечек сидит. Смотрите. Ну, зум, конечно, у меня не к черту. Ой. Качество. Ну, силуэт, наверное, черно видите, лебеди, да? Почему он один, я не знаю. Или самец. Здесь решил это провести. Или там, не знаю, потом. Вот детенышей нету. Не вижу. По крайней мере, я не вижу, что есть детеныши там рядом. Не знаю, при монтаже выжили, нет, но скорее всего нет. Кормился, вот вышел с того конца где-то озера. С засоки вышел, покормился и приблизился ко мне. Слишком близко тоже, где-то от меня, наверное, метров 100 или 200. Не, ух ты, какой красавец. Какие кадры мне дала. Улетел наш лебедь. Здесь он, оказывается, лето проводит. Почему-то один. На речку, в сторону речки полетел. В сторону речки. А я, друзья, рыбачу, но, наверное, уже пойду домой. Не получилось у меня по 3 штуки на брата, по 2 штуки. Еще там
Ловил очень мелких, прям вообще малюсеньких. Их даже не показывал на камеру, отпускал. Ну, две штуки на 2 брата им тоже неплохо. Такая плотвышка, что потом? Нормально будет. Вот. Нормально заснять рыбалку тоже так-то не получилось, потому что ветер сильный. То камера, то удочка, то поплавок. Поплавок быстро уходит. И надо постоянно держать, чтобы кувшинка не зашел. Вон, кувшинка, да? Чтобы кувшинка не зашел, потом там зацеп будет. И снимать-то особенно и не получилось. Но все равно посидел утром. Хорошо. Своим бандитам угощение на завтрак. Будут кушать. Вот так. Послушал птение птичек, и то хорошо. Красота. Чем не красота? Вообще красота. Ветер, видите, рябь идет такая. И очень тяжело рыбачить. Поплавок почти незаметно. Но принес гостинцы Барсиков. Но правда это уже он вторую уже обнюхивает. Первую уже съели с малышом. Малыш съел одну штуку и Барсик съел одну штуку. Малыш потом ушел к своим мышам на улице. А Барсик вот сейчас прям попросил у Маши вторую. Попросил. Вот такая плотвышка для него. Ну, гостиниц как раз. Свежинка. Он так всегда делает. Не сразу ест почему-то. Играется сначала немножко. А есть. И аппетитно есть. Все, ни хвоста, ни чешуи. Довольный, Барсик? Ты довольный? Облизывается, значит довольный. Ну вот, утром рано съездили на рыбалку, а сейчас уже я, как говорится, как и говорил, что сейчас начнутся у нас прогулки. Камеру зумом забыл дома, у меня сидим возле речки вон, и где-то Умка там. Умка! Кай! Ей жарко, и она в воду полезла. Я вот зумом камеру не взял, вам ничего, наверное, не видно. Вот. Умка! Где ты там? Жаль, не могу показать, конечно. Как ты там? Как ты там? Умка! Иди покажись. Вон бандюшка. Бандит такая. Бандюга. Бандюга жирная. Ожирела во время периода такого карантина и всякого такого весны и огородных дел. Ожирела совсем, надо побегать ей, побегать надо. А так-то бегает. А, смотрите. Везде ромашки. Везде. Везде ромашки. И Умка среди ромашек там тоже гуляет. На речке вообще благодать, друзья, вообще. Красота. Жалко, конечно, что вот у меня зумом камера не взял. Надо
поснимала, как там Умка в воде плескается. И раздолье. Сейчас обратно в речку спуститься. И потом жарко ей, жарко. Иди. Иди, искупайся. Иди искупайся. Умка, иди искупайся. Иди искупайся. Иди, что ты? Я подожду тебя, не бойся, не оставлю. Спустилась обратно в воду. Шлепать там в воде. Мы, друзья, уже здесь на озере, на другом озере. Лымты называется, снежная вода, озеро такое. И Умка опять в воду полезла, жарко. Гуляем, жарко. И здесь такое классное место, лучше, чем вот где у меня. Че, ты потеряла, что ли, меня? Умочка. Вон в траве она такая. Беленькая ромашечка моя. Беленькая моя ромашечка. А тут, правда, ромашки. Вот смотрите, какая красота. Ромашечки такие. Очень сильный ветер. Ветер не холодный такой. Теплый, как бы обдувает этот ветер. Южный ветер сегодня вообще. Классно. Но здесь вообще мне понравилось то, что здесь очень удобно. Я не знаю, вот подойди, конечно, вот на природных озерах невозможно подойти на коляске. Там, конечно, все. Но думаю, здесь рыба покрупнее, чем вот на сегодня, где я рыбачил. Озеро мостик. Умка, бегай, бегай, давай, бегай. Бегай где-то там. Красивое название у озера, снежная вода.
Лымты. Ой, снежное озеро. Не снежная вода, а лымты. Лымты это называется, ты это озеро, лым это снег и снежное озеро получается. Да, снежное озеро. Если дословно. Очень сильный ветер, друзья, и мы уже потом, нагулялись сегодня, будь здоров, взял какая-то суматошная прогулка получилась у меня сегодня. Не очень так взял камеру, забыл камеру, вернее, зумом, потом забыл у квадрокоптера батарейки, вот. Немножко там полетал, чуть-чуть поднялся, я и не думал, что, смотрю, батареек нету, вот. И забыл взять зарядочное устройство для пульта, тоже у квадрокоптера, и пульт сел, зарядить не могу. Вот такая ерунда получилась сегодня. Это просто же, как бы попутно, что я не смог сделать. Главная задача была выгулять сегодня Умку. Она, знаете, уже с весны она уже не гуляла. Очень довольная, устала уже, набегалась. Первые, наверное, полчаса, как доехали сюда, она набегалась как будто как совсем дикая какая-то волчица, да. Набегала, сейчас устала и... Сейчас устала и ходит, можно сказать, как, пешочком ходит даже. Язык отвесила, жарко, водички попьет, погуляет и снова. Вот. Ветер, наверное, мешает это все снимать, хотя и на микрофон записываю, но ветер очень сильный. Так что, как уже будем возвращаться, не буду, конечно, снимать домой. Вот. Потом уже опять обратно с дома включимся. Что там у нас происходит дома. Умка, лок мунам горта. Лок мунам горта, лок. Устала, да? Мудин шу. Мудин. Зулета идмена мудима. Зулета идмена мудима. Мудин. Устала, как упели. Ничего. Да? Уставшая. Домой пойдем? Пойдем домой? Пойдем домой. Мама, пойдем? Там прохладно в вольере, водичка холодная. Может, после прогулки еще что-нибудь покажем. Но она жира нагуляла, вот как говорю, очень много жира там прям висит по бокам. Надо ее, чтобы она каждый день бегала. Пошли, Умка, пошли. Умка, лакуна. Ну что, мы, друзья, уже во дворе дома. Умка в вольере, уставшая, но, думаю, довольная. Она бегала сегодня. Конечно, воли всегда мало. Конечно, хочется дальше бегать. Отдохнуть, немножко дальше побегать, но ничего. Сейчас пойдут дни, каждый день почти будем гулять. Каждое утро, вернее. Вот. Прекрасный день, как уже говорил. Сидим в тенечке. А когда я утром ходил на рыбалку, Мария Олеговна сходила за веничками. Сейчас потом сходим тоже к ней. К Маше ближе подъехали. Она венички уже как бы складывает. Один веничек готовый. Как уже говорил, пока я ловил там эту мелкую плотвишку для котов, в это время Маша сходила в лес. В лес сходила, веники собрала. Немножко, да. Потому что... А ты купальницу что не ложишь? Забыла? Завтра. В смысле завтра? Завтра что? Это? Пойду заново, и вот тогда потом это, когда сделаю.
сегодня без купальницы буду делать, а завтра потом уже свежие веники буду делать и в купальницу положу. Потому что 7 июля на носу. И 7 июля у нас в пятницу получается, да? А Парятся. париться будем 6 предыдущий день Ивана Купалы. Вениками свежими и с лютиками. А вот это, я думал, что ты сейчас тоже будешь уже на этот праздник веники ставить. А что, вон лютики растут, прямо так положи. Ну, завтра я буду класть. Ну, не хочет. Завтра. Все планы у меня спутала Маша. Я хотел показать, как там. Ну, так-то видео есть у нас, где мы лютики кладем в венички. Ну да ладно. Маша улыбается. Это потому, что я с камерой, когда подхожу, она всегда улыбается. Смеется. Да. Сегодня утром рано встали. Во сколько встали-то, Маша? 4 часа. 4, да, было 4 время. часа встали. Разбудил меня. Я не разбудил. Да? Разбудил, ты меня и разбудил. А я что-то Вставать. думал, я думал, что ты сама встала, да? Ну да, здрасте. А че мыйте каренда? Да, я что-то и не помню. Но договорились вчера пораньше встать. Я спала, ты меня разбудил. И я, значит, на рыбалку, а Маша в лесок. Короче, такой. У нее грибалка была, а у меня рыбалка. У меня 4 плотвы мелкие, а у Маши 4 веничка. Вот. А грибов? Где грибы, Маша? 4 веничка. Ну, вон. Примерно 4 веничка и будет. Грибов вообще нету. Грибов нету. Я никаких грибов не видела. Там Ну, а искала же? маслята 2 штуки только на дороге были. И все, больше ничего. Да? А как потом? Может, еще не вышли или уже собирали, да, новые, пока еще не выглянули. Или мы все кутежнуся. Ну да, так есть, выглянули, вылупились. Вылупились, не вылупились. А как правильно по-русски-то? Вышли, наверное. Вышли. Да. Грибы выходят. Вот Да. и И это, а какие-то следы видела, нет? следы не Говорят, смотрят. что медведи ходят, да что да. Куда? Ну вообще, вблизи села. А мы еще, мы вещали нас, когда мы должны себе Нет, на том берегу, сказали. Господи. На том берегу. Я и говорю, что ты разведкой ходила, за следы какие-то были или нет. Это, а завтра туда же пойдешь, да? Да, Может, надо я с тобой завтра поеду? Для веселья. Можешь? Ну, посмотрим. Как там с погодой будет. Если дождливо будет, конечно, я не поеду. Если дожди, я не пойду. Ну, я имею в виду, если тучи там близко, ты же можешь быстренько собраться и уйти, и в машину там сесть. Вон для бани какой веничек такой ароматный, душмяный. Такой. О, Что-то не очень красивые в этом году. ну, в этом году, Береза. потому что это, листья рано стали, ну, широкие. Резко. Сначала их не было, потом так резко еще. И если рано появляется, то рано же и желтеет, конечно. Но традиционно у нас, друзья, сбор веничков начинается после 7 июля. На 7 июля немножко, и потом основное все после 7 июля. До 2 августа надо обязательно собрать, потому что после 2 августа уже там веники очень твердые, и они, листья, когда паришься, падают. Ну, осыпаются, вернее, осыпаются. После 2 августа веники не собираем. Вот так. Значит, ни грибов тебе, ничего. Почему? Зато веники принесла. Ну, Принесла веники. Веники
Да, Все еле. забыл на свете, и камеру, и провода, и аккумуляторы, все забыл, и ничего конкретно не мог снять. Там спускали на реку этот, как его, лодку с пропеллером, и не мог заснять с квадрокоптера. Потому что у квадрокоптера зарядка не хватает, а мне надо было лететь до них где-то полкилометра и обратно, еще ветер сильный. Вот так. Вот так, друзья, и проходят дни. Сейчас немножко там огород покажу, что ничего там практически не поменялось, но я все равно традиционно уже тоже покажу вам. Начну традиционно с картошки, как говорится. Ну что ей сделается-то? Растет. Растет, родимая. Второй хлеб такой, видишь, колосится такая. Массу набирает. О, это все картошка. Зеленая, пока до цветения еще не дошло у нас. Вот такой зелененький ковер. Все нормально. Хотя и дожди бы не помешали, чтобы быстрее массу набрала. Но хотя вот наличие ботвы высокой и густой такой, и крепкой ботвы не признак того, что будет урожай. Вот. Ну, вроде как все нормально с картошкой. Смотрели, да, нигде не болеет вроде. Нет и никаких черных точек, ожогов. Во время заморозков, поздних заморозков были прям очернения, ну немножко так листья почернели с краев огорода, именно вот с краев. Ну, потом все восстановилось. Тепло. Лето, куда денется она? Все должно восстановиться и все вырастет. Так, ну это вот картошка. Здесь вот кабачки. Такие мелкие еще. Долго холода были, мелковатые еще, но тоже там растет потихоньку. Лучок уже, конечно, кушаем. Этот лучок. Бархатцы там вот в качестве отпугивателя этих родителей садили. Они до снега будут цвести. Лучок кушаем, конечно. Дальше. Это слабенькая морковь. Может, кто сейчас видит и смеется, говорит, ничего себе, мы уже кушаем, а вы только показываете. Ну да, какая есть, вот я показываю, какая есть. Без приукрашений никаких. Морковь сажали первый раз, не проклюнулась, вот эти гранулы, которые были. Потом уже обычным способом посадили, и нормально все. Все так в гранулах семена, наверное, испорченные были. Здесь на грядке свекла тоже растет. Тепло есть, пускай наверстывает, что упустили мы. Нам дальше ковер укропа. Укроп я пью, как чай завариваю и пью. Стакан на один день. Стакан на один день. Такой стакан где-то 250, даже 300 даже, наверное. Завариваю и пью. Самый хороший, так сказать, для кишечника, для печени вариант. Так, это петрушечка у нас для всяких салатиков и еще. Вроде как петрушка. Ну, кукуруза уже многострадальная, сколько она уже вытерпела, бедная. Теплолюбивая порода, и видите, что пришлось ей пережить такую. Вот. Там редиска на салатику уже там тоже кушаем. Надо убрать уже полностью, что вредители тоже не мешкают. Ну вот, в принципе, показал. Там сейчас сдалека еще покажу помидоры. Помидоры у нас на открытом грунте. Плоды есть. И там новые цветочки, по-моему, есть. Не знаю, фокус как показывает. Но краснеть не собирается еще. Не собирается еще. Солнышко, правда, вот как-то печет. Вот. Но они тоже выжили. И
дают плоды. Цветы есть, плоды есть. Вот там чеснок, и там клубника. Клубника, ну, вроде как Маша сказала, что плоды есть, но они не созревшие еще. Вот, в принципе, вот такой огород у нас, что традиционно показал. Много нечего показывать. И шикарности нет у нас на огороде. Все по-простому, все по самому минимуму. Маша, деда Маша. Маша смотрит на меня. Сильно скажи, ничего не показывай. Да? Да, Маша? Сильно скажи, ничего там не показывай. Она меня там немножко жужжит иногда. Парник вообще теплицу не разрешает снимать. Суеверная. Так. Хорошо на улице, друзья. Вообще классно. Верши, друзья, поднял. Там мелочь была, ерши, да, небольшие плотвышки. Все, поднял. Почистили, подняли. Ну, правда, там уже высохло, надо собрать, да, убрать в будку. А у соседа вон баня. Видите, он покрыл андулином. Сделал такой. Печку поставили. Трубу. У них старая, наверное, была из железной трубы. Поставили трубу кирпичную. Но это и правильно. Свет провели, он идет с дома. Видите, столб там, оттуда свет идет в баню. Без бани никак. И они, наверное, спешат, чтобы к новому, вот к Иване Купале, чтобы баня закончилась, и то попариться уже в новой бане. Потому что Ивана Купала у нас праздник почитается, и всегда вот эта традиция париться новыми свежими вениками с лютиками, это обязательно соблюдается. Вот. Как бы даже без вопросов это. Это обязательная традиция, и все неукоризненно, так сказать, соблюдают. Вот так, новые веники с лютиками, желтенькими цветочками. Умочка у нас спит, уставшая, довольная. А потом уже сегодня отдохнет и завтра снова на прогулку. Уставшая. Такой ветерок в вольере играется. Для нее приятно. Она вообще жару не любит очень-то. Сильно не любит. Ей 40-градусный мороз, это для нее то и метель не страшная. Вот жару не переносит ни капельки. Ну что, Маша закончила, а сейчас вот эти череночки такие, или как там, хвостики подрубит веничков. Ну, не видно на зеленом фоне зеленые венички.
У нас получилось 4 пары. 8 веничков, 4 пары. О, такие венички. Вот так. Висят красивенькие венички. Интересно, Маша, да? 4 пары у тебя веничков, у меня 4 рыбки. Вот. Ну, начало есть. Начало есть, будет и продолжение. Это комары и вот это сейчас мошка вышла, да? Очень противная такая. Не, мошка. Вечером мошка. Геб. Эти маленькие слепни, или как называется, они вообще ужасно кусаются. Вот небольшая опять такая деревенские небольшие заметки такие с утра и до вечера. Сейчас уже где-то, ну не поздний вечер, но где-то 3 часа. Вот такой. Опять же стали, как уже сказали с Машей, 4 утра, и вот 3 часа заходим домой. Заходим домой и будем обедать. Этот обед обычный, мясной суп, ничего там нету, мясо и картошка, именно там ребрышки, что ли, Маша свиные сварила. Маша, да какие? Свиные ребрышки, да? Да. Ну, свиные ребрышки обычные, и это уже снимать, конечно, не стали, обычный суп. Вот так. Все, наши деревенские заметки, небольшой такой ролик. Если посмотрели, большое вам спасибо и уделили такое внимание нам. Вот так. Всем пока, до новых рассветов, друзья, до новых деревенских заметок. Все, до новых встреч. Маша за кадром, тоже до свидания. Всем пока, до новых встреч.